1 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10.30 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0.14 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11.18 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10.3005 до 10.32 сомони. 1 евро от 11.1822 до 11.30 сомони, 1 российский рубль от 0.1455 до 0.1480 сомони. Мировые цены на нефть в среду утром несколько растут, в том числе в ожидании того, что Федеральная резервная система США повысит учетную ставку, но не сильно. Это свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Цена на нефть марки Brent составила $85.69 за баррель, марки ВТИ $79.19 за баррель. Цена на золото несколько снижается в первый день февраля, в то время как рынки продолжают ожидать решения Федеральной резервной системы США снова повысить ставку рефинансирования, следует из биржевых котировок. Цена составила $1941.15 за тройскую унцию. 10 новых золотоносных месторождений обнаружены на территории Таджикистана, заявил сегодня, 1 февраля, журналистам начальник Главного управления геологии при правительстве Республики Таджикистан Ильхомджон Аймухамадзода. По его словам, они расположены в центральном Таджикистане и в Горе-Бадахшанской автономной области. Их запасы будут точно определены лишь после соответствующих исследований, добавил он. Кроме того, в районах Муминабад и Шамсидина-Шохина выявлено 13 участков рассыпного золота общей протяженностью 52,5 километров. Эти участки предложены в Министерстве финансов для выдачи разрешения на добычу старательским и вольноприносительским способом, отметил Аймухамадзода. Министр транспорта Таджикистана Азим Ибрагим назвал причиной, почему стоимость проезда на общественном транспорте остается неизменной, в то время как цены на автомобильное топливо за последние месяцы снизились. На пресс-конференции в Душанбе, которая состоялась 1 февраля, министр сказал, что стоимость топлива в настоящее время находится практически на одном уровне с весной 2021 года, когда в последний раз были установлены цены на проезд в автотранспорте после их согласования с антимонопольным ведомством страны. Он отметил, что если даже цены на топливо и стоимость проезда на транспорте немного отличаются, за этот период повысилось обслуживание и содержание автотранспорта, в том числе цены на запчасти и прочее. Министр добавил, что прибыль перевозчиков пассажиров на общественном транспорте в настоящее время составляет 10-15%. Международные аэропорты Таджикистана обслужили более 3,1 миллионов пассажиров в прошлом году. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в среду в Душанбе директор агентства гражданской авиации страны Дильшод Сафарзода. По его словам, этот показатель превышает показатель обслуживания пассажиров за 2021 год в 1,9 раза, и больше половины из указанного количества обслуженных пассажиров приходится на международный аэропорт Душанбе. В частности, международный аэропорт Душанбе в 2022 году обслужил более 1,7 миллионов пассажиров. Через аэропорт города Душанбе также отправлено и принято более 1,8 тысяч тонн грузов и почты. Сафарзода также отметил, что из двух отечественных авиакомпаний перевозки осуществила только компания Somon Air. Другая отечественная авиакомпания Tajik Air не осуществляет полеты с 1 сентября 2020 года в связи с отсутствием эксплуатируемых самолетов. Авиакомпания Somon Air в прошлом году перевезла 546,9 тысяч пассажиров. Это показатель на 39,9% или на 156,1 тысячу пассажиров больше, чем в 2021 году. Рост благосостояния в мире замедлился из-за вторжения России в Украину, инфляции и постковидного дефицита. Однако мировая экономика оказалась прочнее, чем думали экономисты МВФ еще осенью. Теперь они говорят, что угроза рецессии миновала и дела пойдут в гору уже в следующем году, если только Владимир Путин не решится на эскалацию войны. В опубликованном во вторник новом прогнозе Международного валютного фонда осенний пессимизм уступил место умеренному оптимизму. Помогла теплая зима, масштабная господдержка и готовность населения тратить накопленные за годы карантина деньги. В результате МВФ улучшил и оценку экономического роста в мире в прошлом году, и прогноз на текущий год.
Россия оказалась в лидерах пересмотра. Еще в октябре МВФ прочил ей спад на 2,3% в 2023 году, но теперь ожидает небольшого подъема на 0,3%. По двум причинам. Во-первых, европейская эмбарго на нефть не так сильно ударила по экспорту главного российского товара благодаря потолку цен. А во-вторых, Кремль резко увеличил госрасходы на войну, а они тоже учитываются в общей оценке роста благосостояния. Однако российская экономика лишь 2% мировой, и общий пересмотр в лучшую сторону не ее заслуга. Он объясняется тем, что крупнейшие развитые экономики США и Европа оказались устойчивы к кризису, чем думали. Но главное, развивающиеся страны растут быстрее развитых. Особенно это касается двух гигантов Индии и Китая. Они обеспечивают половину мирового экономического роста в текущем году, тогда как США и еврозона лишь 10-ю часть. В целом же МВФ полагает, что оживление потребления, инвестиций, производства и торговля приведет к росту мирового ВВП на 2,9% в текущем году после подъема на 3-4% в прошлом.